Чужий бідний, щад вершерин, деревня і шпиль. Ва кычва, но те кува. Менам сыстым, гажа шинва. Менам шог и мича вăт, кăдăнатtă векон вăт. Мый бескăс йолан, мене коран, кыч шилькан. Быттă тетăг мене морт, быттă метăг апу горт. Тальчи, оскокилам, у чеченю джалы. Само название Кува происходит от реки, это левый приток нашего пруда. Есть три версии названия Кувы. Первое – это то, что мертвая вода, болотистая местность. Второе есть, скорее всего, Рязанский, Тюркский – это то место, где живут люди. И третье – это пограничное переходное место из мира живых в мир мертвых. Первые упоминания о Щукинском починке, это как раз предшественник Кувы, были ориентировочно в 1734 году. Это указано на ландкартах. Это современная картография, так называемая, формировалась еще в те года. И она находилась, не Кува тогда еще, вернее, он находился, Щукинский починок, от правой части Кувы на пригорке. Было там немного дворов. По версии, по одной, жили там беглые крестьяне. 18 век пундачем шанешало истыца это учат ногажа местаыс. Кадмунис, а починок шо пашкалыс и пашкалыс. Уджит пайсы зоралыма пуктиса строго новез. Татаншетиса чугуноплавильной уджезла пундачем. Это елыш нельки боича документен, когда вылыгижам Иван Грозный чактам щерти. Сергей Александрович Строгановлан Петербургиш да Москва шьортез радейтиса вовлывланы с инвенской дача выла. Отик Николасыч Каркагородчис. Да тиянестан быльной Швейцария. Сычет анимыс и кучиш из Кува берда. Ориентировочно в 40-х годах 19 века в верховьях реки Кочкар была найдена руда охотниками. Они обкладывали камнями обычными свой костер. Камня плавились, и получилось небольшой вот расплав, который похож как раз был на будущее железо. В дальнейшем решило управление Строгановых построить здесь завод, чугуноплавильный завод. И строиться он начал в 1852 году уже. Первая плавка промышленная получилась уже в 1956 году, и в дальнейшем завод развивался. Поставили уже позже вторую печь. Было холодное дутье и горячее дутье. Проработал завод по 1909 год. Закрылся он уже из-за нерентабельности. Закрывал уже другой родственник. Это уже внук Сергея Григорьевича, Сергей Александрович. Мы находимся в том месте, где раньше был чугуноплавильный завод. Находимся в одном из цехов. Вероятно, здесь был кузнечный цех. Доподлинно пока неизвестно, где какой цех был. Скорее всего, через стену от нас как раз там и стояли две печи. Рудник заводный шань вылыса ылын, уджавный вылыне кокнит, быдас колыс керны киен, аджем сакыскавны вывез вылын. Сыч тăви гожум, кăджыт и жар коста. Отирас эш жалейта, да и ни ашныс пуктиса быдас вын, медбы производство вылы буржик, а гортныс быдмис да пашкалыс. Сен 1909 года заводлан под нашем елыш юар, вай сотирла у нашог, и детауджусне вердис. Кроме завода, здесь были поставлены дом вечерних чаепитий, так называемый будущий дом культуры, где проводились различные мероприятия. У этого здания, кроме этого, построены были два училища, в том числе вот и женское двухклассное училище, станционная казарма, больница. Кроме этого, стояла часовня. Это контора завода управления заводом, построена в 1855 году. Здесь проходили различные разбирательства, принимались жалобы. То есть здесь находилась вся администрация, именно управления вот этим заводским поселком. Находили мы небольшую
в архивах жалобу, то есть, вернее, выписку из этой жалобы. Пронька, супостат, вылил брагу в сточную канаву, чем причинил неудобства мне и соседям. Прошу его наказать. Его наказали штрафом 10 рублей и принудительными работами по перевозке руды. Была построена вот сама Кува, были распределены улицы таким образом, чтобы максимально не только можно было максимально удобно жить, но и привносить какую-то культуру, красоту в дальнейшем. Поэтому улицы у нас здесь широкие, не такие узкие, как в других вот соседних, например, тех же деревнях. Планировка производилась в Петербурге, и непосредственно вот уже управляющие с заводом, и таксировка уже проводилась рабочими не местными уже, а приезжими. От основной продукцией завода являлись вот такие вот экспонаты. Это чушки, двухпудовки. Их дальше уже отправляли на Чорский завод, на Георгиевскую пристань, а также уже позже на Пожвинские железоделательные заводы. Побочным же производством были вот такие ступы, формы для выпечки и уже различные другие вот детали уже декоративного назначения. Большая часть, первоначально около 300 экземпляров, мы получили со школьного музея, передали нам по акту. На сегодняшний день вот, из 300 экземпляров у нас общий фонд составляет уже около 3000. Собираем мы экспонаты в основном у населения, ходим по дворам, по заброшенным домам, делаем вылазки, так называемые, в кавычках, в заброшенные деревни, в которых уже никто не проживает. Есть такие экспонаты, которые приходят нам не только с Кувы, с Кудымкарского района, с Коми округа, а также с других регионов Пермского края. Пару экспонатов есть вообще с Алтая. Кува это не джир строгановлан завод де зной върва, когда гъгърта посадца. Пруда джик зеркало виджетчаны от ладорас быткодя башитам керкуез да мадик постройкез, а мъд ладорас сук вър. Уджут да пашкът уве за пожумез, чочком кока кыджез да кужелиственицез, вăли сасадитамаш Петр Вологдинен. Атиксачам върам места итам София Строгановалан нимкът. Кувин саколасын е на месте езилиш ăна джветлатаны быткодь виштез. Имя Софья написано не самими деревьями, а просеками, то есть расстояниями между деревьями. Это все полукругом. Мы привыкли видеть современные, например, та же самая надпись деревьями Кузнецов есть, да? Но здесь написано немножко по-другому. Более такие с венезелечками буквы, неопределенные, но еще в 30-х годах, по рассказам тоже старожил, пролетали летчики над Кувой, они как раз эту надпись еще тогда видели. Сам парк находится возле загородного лагеря, как раз напротив, так называется сейчас парк Софья. Она сама, Софья, здесь ни разу не была, потому что ее год кончины, 1845 год, как я уже говорил, Кува начала строиться как уже будущее село, как заводской поселок, только в 1852 году. Но в том же загородном лагере до сих пор бытует мнение, что Белая Софья все-таки ходит, где-то живет на водокачке. Я лен растила, я лен трепала, я лен ткала. Ты удайся, удайся, ленок, ты удайся, мой беленький. Диште в цветок.
киней, где весетим, весетим лёнок, где весетим да поидишь тим, выкнаны коканами топни тишь тим, вдымлён менным чочком лён, пусть забит миллионок киней, энто ждишь ты весетокиней, где минечким да нечким лёнок, где минечким да поидишь тим, выкнаны коканами топни тишь тим, вдымлён менным чочком лён, пусть забит миллионок киней, энто ждишь ты весетокиней, где ми печким да печким лёнок, где ми печким да поидишь тим, как на коканами топни тишь тим, вдымлён менным чочком лён, пусть забит миллионок киней, энто ждишь ты весетокиней, где ми ким да ким лёнок, где ми ким да поидишь тим, как на коканами топни тишь тим, вдымлён менным чочком лён, пусть забит миллионок киней, энто ждишь ты весетокиней, где базарами кыским лёнок, где ми кыским да поидишь тим, как на коканами топни тишь тим, вдымлён менным чочком лён, пусть забит миллионок киней, энто ждишь ты весетокиней, где вузал лёнок, где вузал да поидишь тим, как на коканами топни тишь тим, бокиш бокова пергет вишь тим, вдымлён менным чочком лён, пусть забит миллионок киней, эн вагаш ты весетокиней. Гажа да вына кувинской мубы тыстачана да пымщалама отирас, кадна щулытаны мам гортнеса асланы с творчеством да уджин. Татын чужис и быдмис медоджа профессиональной компермяской щылыш артистка Екатерина Плотникова. Сылыш гора щылымса оспош сорамным адиккат. Сыоланда творчество юлыш чулалым года петис соловушка пармы Нима книга. О Екатерине Плотниковой материала никакого нет. Ни в архивах только фотографии, которые Кандер дала в музее краеведческом нашем Кудымкарском. Только какие-то вот несколько отрывков и лично ею написанных воспоминаний, ноты песен, которые Ирма Яунзем ей дарила. И потихоньку, полигонечку стала собирать материал. Но в основном я беседовала с людьми, потому что у меня на руках ничего не было. Екатерина Плотникова пела на 43 языках песни народов мира. На эстраде, она эстрадная певица. Как она запоминала, оказывается, у нее с детства была феноменальная память. Как они говорят, мы идем по дороге, учим стихотворение, на 2 раза послушает, и тут же залпом рассказывает наизусть. И смеется, говорит, над нами. Вот так и книжечка вышла. Ну, просто, когда я писала эту книгу, я не поверила, что вот такой человек жил рядом со мной. Это феномен, это феноменальная женщина. Вон кувамы чишис, кыджовой чекища, изовой нинкема, пуовой щелема. Талун кува это ыджит да гажа село, кытын оланы сечем же бычам отир, кыдна сулаланы азгорд развивайтым дорын. История кува пырис медоч чугуноплавильное производство отсетен, но это было не быдас. История очлань гирща. Татыч поженебны ческит дука да кыранянь. Пешлыны аскерам пельняннес, кишкаес да мадик продукция, когда уна каден отжикни лой сотирпонда радейтанаан. Быт гожум челяде свечища кувинский лагерь, кытан быт смена чулала гажана да интересная. Кувин созвуната и чулалам традиция зилыш. Село Шырын помаща площадкалан обустройство, кытен пожас шочичны да бычама чулатны кад. А сиджа, чожа тача суфтатаса шондия часыез, кадна понда савачкишны медоджез вылы, кадна керлыс вологдин. Прикамской Швейцария и очлайн зорама да пашкалы.
Нивкаєс? Шільканок норсал? Шільканок, мінам горе чечаок, шільканок і сосе, ти все силиш горсе, ти чужа жінка потраш, беречі дає малаш, летиш там, да купиш там, чупа-чапа опиш там. Шільканок, мінам горе чечаок, шільканок і сосе, ти все силиш горсе, ти чужа жінка потраш, беречі дає малаш, летиш там, да купиш там, чупа-чапа опиш там. Шільканок, мінам горе чечаок, шільканок і сосе, ти все силиш горсе, ти чужа жінка потраш, беречі дає малаш, летиш там, да купиш там, чупа-чапа опиш там. Мінам горе чечаок, шільканок і сосе, ти все силиш горсе, ти чужа жінка потраш, беречі дає малаш, летиш там, да купиш там, чупа-чапа опиш там. Ріта турі турі турі, ріта турі турі та, 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 ріта турі турі для давай учи шилава, ріта турі турі ти ж там істері я шилава, ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та, строка строк, строки строки, вінчануло юрінок, чащини, щира щини, для того тут машини, ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та. Жака ширідня, не ширідні, до льови туріча, не до льови турічана, як ти не вгав ніча, не до льови турічана, як ти не вгав ніча, ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та. Чі вороги, високі капока, шнев'яндерин фонтана, щирейр висока, ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та. Римаркаю, камаркаю, ох та зира серйоза, міле вогне, ох таке ж серйоз, міле вогне, ох таке ж серйоз. Ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та. Кимаркайсь, на зері, смілай локти, здатежа, смілай локти, здатежа. Ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та. Міян улічани вода сата с міряками, міян топала сисуна, каждый рід буряками, міян топала сисуна, каждый рід буряками. Ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та, ріта турі турі турі, ріта турі турі та. Ой, ти сваха, мія сваха, снивінь. Ой, ти сваха, мія сваха, освітле так дощизе, оспіруй та пірізин, мія сваха, снивінь. Ой, ти сваха, мія сваха, да княгиня земледжи. Ой, ти сваха, мія сваха, сарафанитки на хвіль, да чеш'янець шовковий, да княгиня земледжи.
Лиш віна мужик, дід